Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на будущую неделю и посмотрим, что ждет, что будет, что произойдет, чего ждать от следующих 7 дней. Важные советы, предупреждения, ну и, конечно же, информация, вот к чему готовиться, чего ждать. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы Так, ну у кого-то вы на руках сидите. Смотрите, какая замечательная картинка. Вы видите? У какого-то человечка вы на руках сидите. Ой, в эту неделю вам будут помогать как конкретный человек, так и высшие силы. Вы знаете, вот прям под защитой. Видите, человек прям руки над вами вот так держит зонтиком, да, чтобы никакая беда, никакая гадость, пакость с вами не приключилась. Да. Помощь, защита и вот такой оберег на все 7 дней. Ой, под защитой вы, молодцы, молодцы. Вы знаете, вы этого заслужили, вы этого достойны. Высшие силы плохих людей никогда защищать не будут. А вы просто замечательный человек и будете всю недельку под защитой. Конечно, я не рекомендую злоупотреблять защитой высших сил, но я думаю, вы разберетесь, что вам делать и как вам делать. На этой неделе то, что казалось невозможным, недоступным, вообще к чему нельзя было подступиться, все это реализуется. Главное, чтобы было ваше желание, ваше стремление и какие-то хотя бы минимальные ваши действия. Если есть то, что вы когда-то давным-давно в отчаянии закинули, забросили и задвинули в самый дальний ящик, пришло время все это достать на свет Божий, разобраться, порешать, уладить. У вас все получится. Вот вы должны об этом знать. Так, теперь давайте пойдем по порядку. Здесь вот кто-то нервы вам потрепет, либо попытается это сделать, кто-то из близких. Это могут быть ваши близкие родственники. Это могут быть партнеры, да, мужчины, женщины, вот смотря кто меня смотрит. Родители могут быть, дети могут быть. Да, какой-то момент обострения. Как-то резко на пустом месте начинается и также резко заканчивается. Держите себя в руках. Поверьте, все будет хорошо. Главное не реагировать обоюдоостро, да, либо бурно не реагировать, и тогда конфликт сгладится, как будто бы ничего и не было. Так, еще момент. Момент с какой-то большой рыбой связан. Вот у кого-то будут на этой неделе действительно большие, не могу сказать, что траты, скорее как инвестиции. Да? Возможно, вы очень удачно совершите покупку, а возможно вы будете делать действительно вложения, инвестиции в какой-то проект. Чем-то вы будете таким интересным заниматься. И вы, смотрите, вы достаточно крупную сумму денег будете тратить, но вы в ответ получаете еще более крупную, причем в более короткие сроки, чем вам, например, пообещали. Ваша покупка либо ваша инвестиция очень быстро, скажем так, принесет вам рентабельность, прибыль, да, и будет чему порадоваться. Так, еще момент. Но здесь явно вот мечта что-то купить, приобрести, она осуществится. Здесь вот еще для кого-то отыграется какая-то крупная совместная покупка. Когда, ну, например, 2 человека одинаково вкладываются, покупают нечто важное, ценное, дорогое. Это могут быть как и родственники, так и приятели. Может быть даже покупка, ну, допустим, да, для всего дома. Да? Вот жители
Соседи скидываются, что-то приобретают для своего жилища, чтобы всем было хорошо, комфортно и удобно. Очень выгодно вы купите. Да, дорого, но оно того стоит, поверьте. Здесь купиться не надо и переживать вам тоже не надо. У кого-то на этой неделе будет заключена сделка купли-продажи. В данном случае покупаете вы. Опять же, может отыграться как имущество, так и транспорт, так и какая-то серьезная, не знаю, техника, да, бытовая техника, дорогостоящая, либо там предметы мебели. Вот, хорошая покупка идет. Вот знаете, тьфу-тьфу-тьфу. На добро, служить вам будет долго и радовать вас будет долго. Прекрасно, прекрасно, вот не переживайте. Вижу, что понервничаете, ну понятно, вот такие суммы большие отдавать, это всегда стресс. Поверьте, все будет замечательно. Так, что касается вашего партнера, ну, мелкие неприятности в виде болезней, либо каких-то травм, ну, мелкие, опять же, да, не заостряйте внимание, мелкие. Вот, кто работает, могут быть стрессовые ситуации на работе у вашего партнера. Да, это жизнь, никуда от этого не денешься. Что касается именно личных взаимоотношений, ну, у вас все как всегда, человечек будет пытаться в меру своих возможностей стараться вам угодить. Ну, вы такая персона, что вы все это насквозь видите, да, вы всегда чувствуете, где фальшивит, а где честный. В принципе, нормально, все в порядке. Каких-то глобальных изменений в плюс либо в минус я у вас не вижу. Все как всегда, все там в штатном режиме у вас происходит. Для тех, кто лишь только встречается, общается, недавно познакомился. Вот, у вас немножко другая ситуация. Здесь возможны сцены ревности, здесь возможны какие-то ультиматумы со стороны вашего партнера, то есть желание вас, ну, как продавить, подчинить, заставить плясать под свою дудку. Конечно, будет встречено это все вами в штыки, и правильно делаете. Еще рано вашему партнеру вами командовать. Вот. Стойте на своем, отстаивайте свои права и свои свободы. Поверьте, этот человек вас любит, просто, знаете, как прощупывает почву. Могу ли я надавить, либо нет. Вот. Так что берегите себя, не сдавайтесь, не поддавайтесь и держите, как говорится, марку. Все будет замечательно. Так, для тех, кто хотел бы лишь только познакомиться, в принципе, у вас круг общения достаточно широкий. Кстати, на этой неделе даже какие-то могут быть проявления на работе, по соседству, в принципе, в каких-то общественных публичных местах. Ну, это так, знаете, для поднятия настроения. Ничего серьезного, ничего особо важного. Сердце, как говорится, не ёкнет. Но, тем не менее, будет приятно, девочки. Приятно, что к вам проявляются. Молодые люди, мужчины, вам тоже будет очень приятно. Что посматривают на вас, девчонки так ходят, подмигивают. Да, это приятно, это хорошо. Будет с кем пообщаться, будет с кем, например, не знаю, там выпить чашку чая, сходить на свидание. Ну, как развлечение идет, развлечение. Скучать вам будет некогда. Так, ну, здесь больше похоже на работу, хотя, возможно, вы работаете на дому, либо вы как фрилансер работаете, да, берете заказы, есть клиенты, вы работаете, нет клиента, вы не работаете. Вот именно в эту неделю у вас какое-то резкое чередование идет. Возможно, неделя начнется пустой, ну, то есть пару дней особых заказов не будет, либо не будет особых обращений от клиентов, а потом резкий взлет, и даже будете отказывать, будете некоторым людям отказывать, потому что, ну, вы же не железный человек, да, и у вас не 10 рук. Вот, времени просто будет не хватать. Будет, конечно, жаль, действительно жаль упускать возможность заработать, но как бы вы все-таки руководствуетесь здравым смыслом и логикой, и понимаете, что необъятное не обхватишь, да. Вот, будут такие моменты. Зато уйдут переживания, что как же так, ко мне никто не обращается. Да. Для тех, кто работает по найму, здесь у вас
ситуация какого-то комфорта, покоя, хорошие позитивные разговоры, оповещения хорошие на работе могут быть. Ну, например, да, объявят, что досрочно выплатят премию, либо зарплату, либо аванс, объявят о каком-то повышении, либо о каких-то мероприятиях на работе. То есть будет чему порадоваться, будет что обсудить. Коллеги у вас, смотрите, какие дружные все. Никаких проблем не возникает, люди потихонечку работают, делают свое дело, вот, не загоняются по работе, ну и в то же время, в принципе, видите, как и будет время поболтать. Да, спокойный режим работы идет. Так, кто у меня бизнесмен, вот кто ведет свой бизнес, и бизнес достаточно, ну, скажем так, объемный, да, то есть у вас есть и сотрудники, пусть немного, но они есть, у кого-то очень много, вот я прям вижу. Здесь могут быть, наоборот, какие-то волнения в коллективе, то есть кто-то, какая-то паршивая овца начнет все портить, какие-то придумывать басни, что там хотят всех уволить, сократить, не выплатить зарплату, и к вам будут эти ходаки ходить, да, выяснять, а правда ли это. Сначала будет смешно, а потом станет и противно, и обидно. Смотрите, кто эта овца? Это женщина. Это женщина, причем женщина, которая больше всего перед вами заискивает. Да, вот она такая прямо и здравствуйте, прям кланяется, и прямо и улыбается. Что она только не делает, там вас нахваливает. Это именно от нее, из ее этого грязного рта идет вся эта гадость. Вот, ну, баламутит коллектив, понимаете? Надо ее, скажем так, вычленить из этого коллектива, с ней разобраться. На самом деле ничего полезного она не делает, скорее как даже, возможно, и вредит. Вы вообще за ней присмотрите. Вот, может быть, там как камеру поставьте, чтобы она не знала. Что-то она нехорошее делает, какой-то вред она приносит вашему бизнесу. Вот поверьте, не могу сказать, что конкретно, но вы, если озадачитесь этим вопросом, вы ее обязательно поймаете на вот этих вредоносных действиях. Так, деньги. Ну, траты я уже сказала, очень хорошие траты. В принципе, тут даже и думать не надо. Тратьте, покупайте, делайте. Что касается приходов. Ну, здесь у какой-то части моих зрителей будут денежки вот от работы, от вашего вида деятельности. Может быть, вы что-то производите дома, там, да? Какие-то запасы у вас, излишки есть. Что-то вы можете продавать и зарабатывать небольшие суммы денег. В принципе, приятно, на жизнь не хватает. Как говорится, грех жаловаться. У других же людей отыграются зарплаты. Вот если вы по найму работаете, да, то есть зарплата может прийти, либо может быть аванс какой-то прийти. В принципе, тоже неплохо. Кто получает алименты? Алиментов на этой неделе, к сожалению, не будет. Идет какая-то задержка. И даже, возможно, не по вине, скажем так, алименщика, а по вине каких-то органов. Там банки, какие-то там комиссии, там, когда деньги пересылаются, вот этот денежный трафик идет. Вот там могут быть какие-то проблемы. Так, ну, деньги, они в пути, да, они в пути, они все равно рано или поздно до вас дойдут. Так, пенсия. Кто у меня ждет пенсии? Тоже, возможно, не все получат, да, с какими-то задержками могут прийти пенсии. Тоже, опять же таки, это какой-то технический фактор идет. Ну, не люди, да, которые не донесли вам пенсию, а скорее где-то что-то кто-то не перечислил, либо где-то что-то там сломалось, поломалось, и вот требуется ремонт. Поэтому идет вот такая вот задержка. Что касается в целом, да, финансовой обеспеченности на эту неделю, то я не вижу, что вы бедствуете. Я не вижу, что вы, ну, как говорится, там последние крошки доедаете. В принципе, все как всегда. Все как всегда. Вот. За одним исключением. Вот это большая трата. Она, конечно, немножечко так прям прохудит ваш кошелек. Ну, а что поделаешь, да? Ну, такая вот она жизнь. Так, обновки идут. Кто-то будет делать обновки. Мне почему-то идет верхняя одежда. Может быть, какие-то кофточки, кардиганчики, там, не знаю, пальтишки, курточки. Вот что-то новенькое. Может быть, не сильно вам и нужно, но вещь очень красивая. Либо очень привлекательная цена. Вы просто не сможете пройти мимо, либо устоять. Хорошая покупка. Главное, что вас она очень порадует. Кто-то будет детям что-то покупать, что-то красивое. Может быть, на какое-то мероприятие, на праздник, на какой-то концерт, представление, да, вот какое-то блестящее,
с какими-то узорами. Ну, какая-то нарядно-выходная одежда, так можно назвать. Так, еще момент, связанный с детьми. Вот мысли идут про детей. Вот что делать с детьми? Вот куда пристроить детей? Особенно те, кто работает. Особенно кто работает, и, например, у вас никого больше нет, кто бы смог присмотреть за детьми. Прям начинает болеть голова от этих мыслей. Вы понимаете, что это сумасшедшая ситуация, когда вам нужно ходить на работу, а ребенок, один будет дома оставаться, нельзя, да? Кому-то перепоручать тоже как-то и неудобно, и непонятно, сможет ли человек адекватно смотреть, присматривать за ребенком. Вот. И у вас эти мысли, чем ближе выходные, тем больше они на вас накатывают. Вот. Не по себе прям себя чувствуете от этой ситуации. Такая вот она жизнь. Да, возможно, какие-то каникулы, либо, наверное, такие каникулы. Не с кем оставить ребенка, либо не с кем оставить детей. Да, мыслей будет много. Вижу, что еще с кем-то будете диалоги вести по этому поводу. Я думаю, что вместе коллегиально вы найдете правильное решение. Так. У вас, кстати, на этой неделе какой-то невероятный разговор состоится. Разговор, который развеет все ваши страхи, все ваши сомнения. Либо вы получите ответы на свои самые-самые вот такие достаточно серьезные вопросы, то, что не давало вам покоя. Да, идет информации будет много. Вы получите ответы на самые свои, на ваш взгляд, да, важные и сложные вопросы. Здесь несколько человек, то ли вы сразу с несколькими людьми говорите, то ли вы поговорите с одним, с другим, с третьим. Но вот истина, она пробьется. Что-то вам не понравится, с чем-то вы будете не согласны, а что-то вас откровенно шокирует. Но когда вы соберете всю эту информацию, единое целое, да, прокрутите у себя в голове, вы знаете, вы успокоитесь. Вы успокоитесь, вы себя в руки возьмете, и вы даже какой-то выход придумаете. Да? Либо не доставало вам каких-то важных данных, а теперь они у вас появляются, и вы сможете либо спланировать, либо что-то придумать, что-то сделать, да, что-то начать. Важно, это очень важно. Не просто это все будет, разговоры непростые, я вижу. Кто-то прям будет болтать без умолку, а из кого-то прям клещами нужно будет доставать слова. Но вы справитесь. Главное, что идет ясность на этой неделе. Ясность. Так, у кого-то могут быть случаи очень невероятные на этой неделе. Случай дикого везения. Попасть в нужное место в нужное время. А может быть случай, когда кажется, что все, не получилось, не повезло, а потом раз, и как второй шанс дается, да, либо раз, оно, оказывается, все получилось. То есть будут такие моменты чудес, действительно чудес. Вы ничему не удивляетесь, это нормально, это естественно, вы этого заслужили, вы этого достойны. Высшие всячески вас подстраховывают, помогают, направляют, подталкивают. Знаете, вплоть до того, что например, вы опаздываете на работу, и прямо перед носом закрывается дверь автобуса, да? И вы расстраиваетесь, думаете, все, на работу опоздала, боже мой, что делать? А тут раз коллега едет на машине на своей, и вас подвозит, и вы раньше всех приезжаете, и не в давке, и не в толчье, да? Нормально доехали, комфортно. Но такие моменты могут быть, их будет очень много. Как и в каких-то серьезных вещах, так и по мелочам. Это нормально. После каждого такого момента мысленно не забывайте благодарить своего ангела-хранителя и высшие силы. Просто своими словами, от чистого сердца. Поблагодарите, скажите спасибо. Поверьте, ваши спасибки, они будут привлекать еще больше положительных моментов и еще больше чудес в вашу жизнь. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.